Всем добрый день, меня зовут Савин Леонид, я являюсь IT-менеджером Единого ресурсного центра. Сегодня наша тема – это информационная безопасность. Информационная безопасность сама по себе очень большая и обширная тема, но сегодня я вам дам основные правила и поведения, которые вы должны будете соблюдать во время использования сети интернет. Начнем с самого начала. Основная задача информационной безопасности – это сбалансированная защита конфиденциальности. Чтобы защитить себя в интернете, не нужно выстраивать какую-то колоссальную оборону от каждого проникновения. Достаточно использовать комплекс мер для того, чтобы обезопасить себя и свои личные данные, и, конечно же, использовать свой здравый смысл. Это сократит вероятность утечки ваших персональных данных и то, что в ваш компьютер или на ваше любое электронное устройство проникнет какая-нибудь вредоносная программа и нанесет какой-то вред. Начнем мы с 13 простых правил, которые надо соблюдать, когда вы сидите в интернете. Первое. Используйте сложные и разные пароли во всех своих аккаунтах. Зачем это нужно? Слишком часто мы выбираем пароли, которые состоят из имен, дат рождения и тому подобное. То есть мы используем пароли, которые легко запомнить. Если пароль легко запомнить, а тем более вы этот пароль используете на всех своих аккаунтах, то злоумышленники могут легко его подобрать и получать данные с любого вашего аккаунта, в котором используется этот пароль. Второе. Защищайте конфиденциальность и личную информацию. К сожалению, в интернете нет кнопки «Удалить навсегда». Любая информация, которую вы постите в интернете, будь то фотография, будь то какая-нибудь информация, твит и все в этом вроде, никогда не будет удалена с интернета навсегда. Третье. Старайтесь не заходить в свои личные аккаунты из чужих устройств. Почему? Да все просто, потому что в всяких интернет-кафе или в компьютере вашего друга или на сотовых телефонах могут стоять вредоносные программы, которые как раз таки захватывают нажатие клавиатуры. И все, что вы нажали, любой пароль, любое сообщение, оно сохраняется и отправляется хакеру, который как раз таки разместил эту вредоносную программу на устройство вашего друга или чужого. Особенно такое встречается в интернет-кафе. Если вы все-таки зашли в свой личный аккаунт из чужого устройства, какие действия надо принять? Первое. Обязательно выйдите из этого устройства, из своего аккаунта. Зайдите из авторизированного устройства на свой аккаунт и нажмите кнопочку «Выйти со всех устройств». И лучше всего, конечно, поменять свой пароль. Четвертое правило. Не открывайте и не запускайте программы, расширение которых вам неизвестно. Даже, например, любая фотография, любой файл в PDF формате может содержать вирус, который может нанести вред и украсть ваши личные данные. Пятое. На ваших устройствах всегда должен стоять антивирус, будь то бесплатный или платный, не имеет никакого значения. Главное, чтобы он стоял. Шестое правило. На своих аккаунтах всегда устанавливайте двухфакторную авторизацию. Что это такое? Это двухфакторная авторизация, это когда на ваш личный номер телефона приходит смс с уведомлением о том, что кто-то пытается войти в ваш аккаунт, и, конечно же, туда приходит код подтверждения. Седьмое правило. Не сохраняйте свои пароли на браузерах, даже на своем личном компьютере. Почему? Потому что любой ваш друг, знакомый, придя к вам в гости, может открыть ваш компьютер, зайти в браузер и скачать все пароли, которые там есть. Даже учитывая то, что на вашем компьютере стоит пароль. Восьмое правило. Если вы покупаете в онлайн-магазинах, всегда имейте виртуальную карту в приложении банка. Всегда. То есть, если вы хотите что-то купить из интернет-магазина, не покупайте из основной карты. Всегда берите с виртуальной карты, которая создана в приложении вашего банка. Девятое. Никогда не используйте банковские реквизиты или не совершайте никаких покупок в онлайн-магазинах через чужие устройства. Даже если это устройство вашего друга, лучше не использовать свои банковские данные. Десятое. Всегда используйте безопасное подключение. Например, бывает такое, что на вашем тарифе заканчивается трафик, то есть гигабайты кончаются, их купить сложно, и вам надо сейчас срочно что-то сделать. Соответственно, вы идете в кафе, в ресторан или в общедоступное место, где есть бесплатный Wi-Fi. Запомните, что данные Wi-Fi точки, они не совсем безопасны. Если вы все-таки рискнули использовать данный Wi-Fi, всегда используйте VPN. 11 правило. Спам. На вашу электронную почту обычно приходит слишком много писем, и многие из них отправитель, которого вы не знаете.
Лучше эти письма не открывать, сразу отправлять в корзину и удалять навсегда, потому что файлы, которые содержатся внутри письма, они могут иметь всякие вредоносные программы. Лучше всегда использовать разные электронные почты для личной переписки, для соцсетей и для всего остального. 12 правило. Проверяйте ваш компьютер антивирусом хотя бы раз в месяц, потому что в вашем компьютере может быть какая-нибудь вредоносная программа, и в течение определенного времени она просто копировала ваши данные, которые вы вводите через клавиатуру. 13 самое последнее правило – это не заходите на сомнительные сайты без антивируса или VPN. Всегда используйте VPN или хотя бы, чтобы у вас на компьютере стоял антивирус любой. Это вам поможет избежать многих последствий. И напоследок, запомните, что даже к самой защищенной информации хакеры или киберпреступники могут получить информацию. Хоть вы ставьте антивирусы, используйте VPN, используйте двухфакторную авторизацию, меняйте пароли раз в месяц, все равно к информации, если человек захочет, сможет получить доступ. Если вы будете соблюдать вот все правила, которые я вам рассказал, то вы значительно обеспечите безопасность и целостность своей конфиденциальности. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!